Добрый день, уважаемые друзья. Тувинское республиканское отделение КПРФ хочет обратиться к вам на фоне информационных вбросов, баталий между мэрией города Кызыла и Хуралом представителей города Кызыла. На днях на своей личной странице глава города Кызыла Ирина Казанцева написала, что обратилась в суд о расторжении трудового договора с Каримом Байдаголовичем Сагановым. Хочу пояснить то, что за 2022 год Хуралом представителей города Кызыла тоже поставлена оценка неудовлетворительная деятельности мэрии и мэра города Кызыла Карима Саганова. За 2023 год он отказался вообще отчитываться, поэтому тоже на всех комитетах и на заседании Хурала представителей города Кызыла депутаты тоже поставили деятельности мэрии города Кызыла как исполнительного органа городских властей неудовлетворительно. Конференция коммунистов Республики Тыва вынесла свою резолюцию. А сейчас хочу предоставить слово нашему товарищу Спирину Владимиру Васильевичу, депутату Хурала представителей города Кызыла 6-го созыва. Добрый день, уважаемые товарищи. Как говорится, вы все в курсе, что глава города Кызыла Казанцева Ирина Владимировна подала исковое заявление в Кызыльский городской суд о прекращении полномочий мэра города Кызыла Карима Байракуловича Саганова. Наша единственная партия в Республике Тыва, КПРФ, уже давно выступает с таким требованием, чтобы были всеобщие городские выборы мэра города Кызыла, так как мэр города Кызыла подотчетен гражданам и должен постоянно отчитываться перед жителями города Кызыла, а не должен выбираться Хуралом представителей города Кызыла. Мы, коммунисты города Кызыла, да и всей республики, собрали 5271 подпись за прямые выборы города Кызыла. И поэтому мы и как раньше выступали, и сейчас тем более мы выступаем, что мэр города Кызыла должен выбираться ее жителями. А почему мы это все делаем? Потому что у нас в городе Кызыле творятся, ну извините, безобразия. Городской транспорт ходит нерегулярно, вот эти мусорные свалки не убираются, собак у нас вообще в городе бесчисленное множество. Я хочу привести пример соседней с нами республики Монголия. Я неоднократно бывал в Улан-Баторе, и я видел, что там, по крайней мере, в центре города не бегает ни одной бродячей собаки. А мы чем хуже монголов, что у нас все должно быть чисто, аккуратно, убрано и никаких бродячих собак. Уважаемые жители, я вас призываю поддержать нашу инициативу и точно так же добиваться всеобщих выборов мэра города Кызыла. Спасибо. А теперь я хочу предоставить слово секретарю городского комитета КПРФ Денисову Денису Павловичу. Я хотел бы озвучить требования конференции, региональной конференции коммунистов. Мы устали терпеть бездействие власти, устали от безобразий, которое происходит в нашем городе. Пришло время показать мэру Кызыла, что народ не намерен оставаться безмолвным в ответ на его бездействие и халатность. С этим и начинается наша решительная акция под лозунгом «Убирай или убирайся». Каждый день мы наблюдали, как улицы Кызыла превращались в мусорные свалки, а социальная сфера разрушается на глазах. Мэрия вместо того, чтобы заниматься решением реальных проблем горожан, занимается пустыми обещаниями и красивыми картинками на бумаге. Зачем нам такие управленцы, которые не способны обеспечить элементарные условия для жизни? Мы хотим видеть результаты, а не слова. Сегодня коммунисты объявляют старт серии протестных мероприятий. Мы призываем всех неравнодушных граждан, которые устали от постоянных обещаний и планов, присоединиться к нашим мероприятиям. Мы будем требовать отставки мэра города Кызыла, который явно не справляется со своими обязанностями. Вопрос не только в том, что он не справляется, а в том, что мы устали от его лжи и манипуляций. Наша терпимость иссякла. Мы будем стоять на баррикадах и говорить правду в лицо этому мэру и его команде. Каждый выезд на протест – это шаг к тому, чтобы показать, что городу нужен другой руководитель, кто действительно заботится о своем народе. Никакие отговорки не способны скрыть
его некомпетентность. Мы выдвигаем требования, которые давно назрели. Чистота на улицах, отремонтированные детские площадки, реальный контроль в сфере ЖКХ и нормальные условия для жизни всех. Убирай или убирайся. Это не просто хэштег, это наш крик души. Мы требуем, чтобы мэр ответил за свои действия, чтобы он услышал нас и осознал, что больше нельзя продолжать так, как прежде. Жители Кызыла недовольны, и это чувство накопилось до предела. Мы не имеем права молчать. Следите за анонсами наших мероприятий. Приходите поддержать, если вам не безразлична судьба Кызыла. Вместе мы сможем добиться перемен. Вместе мы сильнее. Не оставим шансов бездействию. Только с массовой поддержкой мы сможем изменить ситуацию. Один за всех и все за одного. Наша цель ясна. Отставка мэра и новые лица по власти, которые смогут изменить ситуацию к лучшему. Не терпите беспредела. Действуйте. Убирай или убирайся. Это призыв к действию. Мы за прямые выборы мэра народом. Пора вернуть народную демократию. Уважаемые друзья, резюмируя нашу резолюцию, хочу с вами поделиться, что за 2023 год по федеральной программе было запланировано строительство детских игровых площадок, спортивных площадок, которые не были сданы до 31 декабря 2023 года. Там было всего 5 площадок. Также было начато строительство приюта для бездомных животных, для собак, который должен был тоже быть построен в 2023 году. И тогда он тоже не был построен. В этом году продолжается такая же ситуация. Планировалось построить 2 общественных туалета. Сегодня они не сданы. Сейчас строительство жилых домов, которые ведутся, в основном это у нас по региональной программе, по инвестиционной программе, которые ведут исполнительные власти республики в лице Министерства строительства, Министерства экономики. Поэтому тем, кто комментирует или будет комментировать нас, что город стал увеличиваться в размерах при нынешней мере, то это глубоко не так. Потому что все основные дороги, соцобъекты, такие как школы новые, жилые дома, микрорайоны, они все строятся именно по федеральной программе, под руководством властей республики. Сейчас 24 год заканчивается, программы нет. Планировалось строительство 90 квартир для нужд города. Сейчас нету. Поэтому, я думаю, депутаты приняли правильное решение. Спасибо за внимание. До свидания. Уважаемые товарищи, мы все прекрасно знаем, что в зимнее время у нас в республике дышать нечем, так как город Кызыл находится в котловине, да? И вот эта сажа, еще раз сажа. Дело в том, что вот и после этой сажи очень большое количество у нас заболевает онкологическими заболеваниями. И это мы, депутаты и простые жители города Кызыла, не должны были допустить. И была выделена определенная, даже можно сказать, очень большая сумма для завода по изготовлению брикетированного угля. Как мэр обещал, будет брикетированный уголь и сажи не будет. Да, мы, депутаты, поверили и поддержали его инициативу. Но, как говорится, и ни денег, и ни брикетированного угля. За это кто-то должен ответить.